Баршаңза ассалому алейкум. Всем доброго дня, мир вашему дому. Сегодня я бы вместе с вами хотел бы посмотреть видео, которое прислали мне по электронной почте. Мне прислали ссылку по электронной почте. Видео называется «Достаточно одного казаха». Интересное название. Давайте вместе посмотрим и оценим это видео лайками и дизлайками. Ссылку на видео и на канал я оставлю в описании. А теперь оживим самый известный, пожалуй, снимок о войне в Южной Осетии. Только сейчас удалось раскрыть тайну, которая заставила весь мир восхититься этим российским солдатам. Не нужно 300, достаточно одного, писали иностранные газеты, сравнивая со спартанцами. Один пулеметчик тогда остановил и развернул целую колонну грузинской армии. Его искали несколько лет и думали, что он погиб. Но вот только сейчас выяснилось, что Талбалат Ибрашев спокойно живет в Астрахани. А в 2008 году и был тем самым пулеметчиком. Дмитрий Вахницкий, о подвиге, у которого нет срока давности, как и награды пока тоже нет. Август 2008-го. Пригород Гори. На пути колонны грузинской армии 3 российских бойца. Пулеметчик до последнего стоит во весь рост, давая понять, дальше никто не пройдет. И только в последний момент ложится, готовясь стрелять. Эти кадры стали известны лишь потому, что вместе с военными в колонне оказались иностранные журналисты. Но имя пулеметчика до последнего времени почти никто не знал. Вот он, скромный Тазбалат Ибрашев. Минут, наверное, 40, около часа этот длился. Они мне сказали, типа, уйди с дороги. Я говорю, я не уйду. Можете проехать, если только уберечь меня отсюда, и все. А так нет. Около 5 лет назад кто-то загрузил видео в интернет, но в описании указал не то имя. Смелостью Ибрашева восхищались, считая, что он Бато Дашидарджиев из Бурятии и уже умер. Тазбалат на самом деле казах из Астрахани, там у него жена и 2 дочки. Мой коллега Игорь Прокопенко долго искал пулеметчика, и оказалось, его имя оставалось неизвестным, потому что сам Ибрашев героем себя не считает. Мы отнеслись к этой информации с большой осторожностью, потому что прошло много времени, мы много времени потратили на то, чтобы установить, действительно ли это он. Но я вот сегодня могу сказать, у нас еще нет ответа из Министерства обороны, поскольку очень долго идет запрос, да. Но исходя из тех материалов, которые мы получили, там, я видел его удостоверение личности, где видно запись, где он служил, и что он действительно в это время был, вот в этот период в Грузии, на территории Грузии. Вот. Потом мы нашли его командира, мы нашли его сослуживца, которые подтвердили, что действительно, да, это он, что все действительно именно так и происходило, как в этой публикации. Человека на видео искали и в Бурятии. Депутат Госдумы от региона и председатель Совета ветеранов. Но так никого и не нашли, пока кто-то не подсказал, что видел страничку Ибрашева в соцсети, на которой он уже и не пытается кому-то доказать, что он – это он. Была получена информация, что движется военная колонна. В связи с этим приехал вот такой человек, как Юрий Владимирович Танденко. Он один приехал, сказал, что ему нужен срочно пулеметчик, помощник пулеметчика и стрелок. И они вчетвером на УАЗике выдвинулись по этой дороге от Гори в сторону Цхинвали. И по этой дороге они встретили вот эту грузинскую колонну, и там у них состоялись переговоры. То есть вот полковник пошел встречаться, ему дал приказ стоять на середине дороги в открытую с пулеметом и не двигаться с места. То есть он выполнял приказ, это не какая-то была самодеятельность. Своей решимостью Тазбалат Ибрашев спас жизни не только российским миротворцам, но и грузинским военным. Избежав боя и проведя длинные переговоры, колонна отступила. Леонид Ивашов вспоминает, в августе 2008-го российский генштаб переезжал в новое здание. У многих просто не было рабочего места, поэтому принимать решения часто приходилось на местах. Рядовые солдаты и командиры, младшие офицеры принимали решения на уровне там, лейтенанта, капитана. И вот именно вот эти ребята, они первыми стали останавливать грузинские колонны, стали защищать мирных граждан. Так как Тазбалат Ибрашев. За свою смелость он награды, кстати, так и не получил. Полковник забирал, он говорит, мне говорит, фамилию дайте, и он нас вроде все записал. Как бы военный билет, потом, когда в части приехали, забирали то, что вот, все, будем награждать, на орден Суворова хотим наградить. Ну, как бы все забылось, а потом наш полк расформировали, сделали бригаду. Зато наши иностранные коллеги рассказали о случае на дороге в Горе всему миру. Тогда газеты вышли с заголовками: 300 спартанцев не нужно, достаточно одного русского. Дмитрий Вахницкий, Валерия Ибрагимова, «Известия» специально для РЕН-ТВ. Очень интересное видео. Давайте вместе оценим это видео лайками и дизлайками. А также прошу вас, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого видео.
Всем спасибо, что вы были со мной. Всем пока, всем добра, до новых встреч, удачи всем.